Жильцы деревянного дома по улице Рихарда Зорга в Якутске боятся обрушения дома. В прошлом году Фонд капитального ремонта Якутии организовал работы по укреплению фундамента, но из-за постоянной течи канализации под домом образовалась огромная наледь. Лед начал таять, и всю укрепительную конструкцию просто выдавило наружу. Почему дом до сих пор не признан аварийным и кто должен нести ответственность за безопасность двухэтажки, узнаем у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Она сейчас на прямой связи со студией. Ульяна, здравствуй. Что говорят ведомства и что говорят сами жители? Василий, добрый день. Мы сейчас находимся на Грейсе, улица Рихарда Зорги, и дом вот это 1976 года постройки. Несмотря на то, что снаружи как бы красивая обшивка, но на самом деле здесь внутри очень большие проблемы. Люди начали бить тревогу еще в феврале этого года, когда почувствовали здесь зловонный запах канализации. Они куда только не обращались и в управляющую компанию «Столичная», которая непосредственно обслуживает этот дом, но по словам жителей здесь никаких мер предпринято не было. И только после того, как узнали, что наша съемочная бригада сюда собирается, здесь уже начались работы. Как вы видите, лед вынесли. А проблема в том, что здесь с февраля этого года подтекала канализация, и, конечно же, под домом здесь образовалась очень большая наледь. С 2015 года здесь работал фонд капитального ремонта, который не только сделали здесь заваленки, но и укрепили под домом здесь балки деревянные, установили дополнительно еще и клети. Ну и люди, конечно же, боятся, что когда лед весь этот начнет таять, клети, которые уже выдавило льдом, могут вообще обрушиться. Ну и дом, конечно же, сложится как карточный домик. Ну и сейчас рядом со мной здесь вышли жильцы этого дома и Светлана, которая здесь живет в этом доме. Да? Светлана, расскажите, в чем все-таки ваша проблема? Здравствуйте, Ульяна. Так как неоднократно поступали заявки с нашего дома, Рассказывайте. никаких мер не предпринималось. С 26 числа февраля начался запах КНС в квартирах. Звонили. Никаких работ не проводилось, так как узнали, что будут репортеры, и только со вчерашнего или с позавчерашнего дня начались работы. А проблема все-таки в чем? Здесь вот эта вот наледь, она как? Дом вводит, да, из-за этой наледи или как? Конечно, вводит. Если заглянуть под дом, там видно, что лед выдавил вот эти все опоры и балки, они прям лежат на льду. А в доме, в квартирах есть какие-то проблемы? Конечно, по стенам сразу видно, что трещины пошли, и линолеум отошел. В некоторых частях даже видно, что наклон идет. Спасибо большое. Ну, а я скажу, что управляющая компания здесь с утра уже побывала. Мы осмотрели весь дом. Действительно, есть проблема. И они, конечно же, тоже признаются. Сейчас фонд капремонта обещал созвать комиссию в ближайшие дни и обязательно осмотреть дом. И, конечно же, надо что-то решать и с этими опорными балками, и с наледью, которая здесь образовалась. Ну и управляющая компания, специалисты, вот что они нам рассказали. Канализация при заявке жителей по данному адресу, течь канализации, наши выехали, ребята сантехники вместе с мастером управляющей компании. При осмотре и актировании этого всего канализация, там было механическое вмешательство. То есть канализация потекла, сразу устранили, но течь под дом, вот сейчас в данный момент уже 3 дня мы течь убираем. То есть мы реагируем сразу же, по одной заявке жителей. Течь когда она была? Течь была 2 недели назад. То есть не было такого, что всю зиму здесь? Нет, такого нет. Если бы всю зиму было бы, по крайней мере, любой инженер вам скажет, если бы была бы течь всю зиму, тут бы наледь была вот до сюда, точно бы вытекло бы все. Потому что потребление дома очень большая кубаш. А вот сколько всего наледи? Это вот все, что это есть, или там еще подумаешь, что есть? Нет, она получается, там высотная отметка у них, и наледь сюда медленно уходит, ну ниже, и вот сюда до края, где-то до половины дома она наледь.
Мы осмотрели и квартиры. Действительно, проблемы есть и в квартирах. Где-то повело стены, обои разрываются, и обшивка тоже вся страдает. Ну и, конечно же, запах канализации. Мы вот здесь стоим и, конечно же, его чувствуем. Сейчас главная задача жителей собраться самим, созвать какую-то комиссию, все это обследовать. И, конечно же, их мечта обязательно попасть по третью программу переселения из аварийного жилья, которая, напомню, начнется только после 2025 года. Ну а доживут ли они до этого срока, как говорится, покажет время. Мы, конечно же, обязательно будем следить за судьбой этого дома, за судьбой жильцов. У меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Ульяна, благодарим за информацию.